Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Несмотря на засуху и лесные пожары, этим летом наши аграрии завершили кормозаготовительную и уборочную кампании с хорошими показателями. Мобильные бригады работали в 19 районах, пригородах Якутска и даже за пределами республики. Как аграрии подготовились к зиме, об этом мы сегодня поговорим с министром сельского хозяйства Александром Атласовым. Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, скорее всего, с главного. Как завершили уборочную кампанию? Да, мы уже предварительные итоги получили по уборочной и кормозаготовительной кампании. Да, в этом году у нас всего посевная площадь составила более 48 тысяч гектаров. Из них зерновых культур 10,5 тысяч гектаров, картофеля 6,5 тысяч гектаров и овощей открытого грунта 1350 гектаров. И кормовых культур мы 28 тысяч гектаров. Несмотря на засухи, наши аграрии отработали хорошо. По зерновым культурам, конечно, мы плановый объем не достигли. У нас валовый сбор составляет 9960 тонн. Это средняя урожайность по всей республике составляет 13,3 центнера с гектара. А в ряде улусов у нас даже получили с 1 гектара где-то 15 центнеров с гектара. Это в основном в Ангвинском районе они получили. И если вот сравнить с прошлым годом, 2020 годом, у нас где-то валовый сбор мы получили больше на 960 тонн. Конечно, план у нас был 10 500 тонн, но, конечно, до плана мы не дошли, но если сравнить с прошлым годом, у нас такие показатели, на 1000 тонн практически больше мы собрали. По картофелю тоже у нас 59 тысяч тонн валового сбора в этом году. Мы до плана тоже не достигли, где-то 10 тысяч тонн. Это связано с засухой. По овощам у нас, если сравнить с прошлым годом, у нас где-то тоже на 1100 тонн больше мы собрали урожая овощей открытого грунта. По кормовым культурам у нас где-то на 75% это тоже связано с засухой. Вот поэтому по этим направлениям, из 4 направлений у нас показатели по сравнению с прошлым годом по 2 направлениям превышаем. Но результаты все равно внушительные. Скажите, а хватит ли всего заготовленного, в частности корма, на ближайшую предстоящую зиму? Да, с учетом дополнительного выкупа грубых кормов извне республики, кормовой запас имеется в достатке, это по нашим расчетам. Конечно, у нас план кормозаготовки составил 457 тысяч тонн. По первичному прогнозу у нас где-то 79% было, но мы достигли на сегодня 86%. Это в объеме составляет 394 тысячи тонн. Но все-таки нам не хватит до завершения зимовки где-то от 25 тысяч до 29 тысяч тонн. Вот поэтому было принято решение завести из соседних регионов, это Забайкальского края, Магаданского края и Амурской области. На сегодня по оперативным данным фактически доставлено до места назначения из других регионов 2500 тонн. Для этого было принято решение тоже правительством и Минсельхозом. Как уже ранее было сказано, мы достигли до 86% благодаря созданию мобильных бригад. В 19 районах мы организовали мобильные бригады. На эти работы выделены за счет республиканского бюджета финансовые средства. Эти деньги доведены до районов. Сейчас уже до 10 числах ноября эти деньги уйдут до хозяйств. Это первое. Второе, конечно, для того, чтобы завести из других регионов, конечно, там затраты же, да, вот поэтому мы тоже, вот недавно, буквально позавчера, вышло постановление правительства о возмещении транспортных расходов. Мы эти деньги тоже
будем направлять до 15 ноября, как иные межбюджетные трансферты нашим районам. Мы транспортные расходы возмещаем, и, конечно, до конца года еще второй документ мы запустим, да. Тем самым до открытия зимника мы будем решать кормами. И вот, начиная с 2022 года, мы тоже недостающий объем должны решить в следующем году. Это после открытия зимников. Вот такая работа проводится правительством и Мисихозом республики. Скажите, Александр Павлович, а ведь были введены новые объекты еще в этом году? Коровники, овощехранилища и так далее. Каким образом обстояло дело здесь? В этом направлении работы идут. У нас по плану, по нашим расчетам, мы должны до конца года ввести в строй 15 объектов. На сегодня уже, буквально тоже на прошлой неделе, мы открыли жилкомплекс, 2 жилкомплекса в Мигно-Кангаласском улусе, да. И 2 овощехранилища, это КФХ Фомин Амгинский улус и пятитысячник в городе Якутске, это на балансе, который стоит Якутоптор. Это 2 объекта таких крупных. Кроме того, вот 11 животноводческих комплексов тоже мы должны в разных районах ввести в строй. Буквально на этой неделе тоже 2 объекта мы откроем. В Намском улусе, селе Мадут и село Первых Мустах. Вакана тоже мы открыли, да. В конце года тоже в Мигно-Кангаласском Сымахе тоже мы откроем жилкомплекс. Вот поэтому такие работы идут. Мы, несмотря на сложности, стараемся по разным направлениям, по разным источникам. Это в рамках агростартапа, в рамках семейных фермерских хозяйств, подпрограммы, в рамках потреб кооперации мы такие объекты строим. Скажите, а вот мы с вами затрагивали тему того, что был план в некоторых районах недовыполнен по заготовке сена, но также были новости о том, что в некоторых районах нашей республики план все-таки был перевыполнен. Да, 5 районов перевыполнили. Это Абыйский, Алданский, Эвенобытантайский, Усьянский районы в основном. А наши крупные районы, это Амгинский, они близки были, да, но, конечно, до 100% не дошли. А Татинский улус тоже хорошо отработал. Они у себя не извне района сами обеспечивают кормами, да. Вот поэтому наши крупные хозяйства, они от 80 до 95% они заготовили. Вот поэтому в этих районах такой проблем, я думаю, что не будет. А недостающий объем мы все равно со стороны правительства и Мисихоза будет оказана помощь. Александр Павлович, как удалось обеспечить всем необходимым и восполнить тот утраченный запас и скот в селе Бескёль горного района? Да, руководством Республики Саха-Якутия Александром Сергеевичем поставлена задача и по линии Мисихоза. У нас пострадали 26 хозяйств, и это, конечно, мы построили 9 скотопомещений, из них один объект, это крупный объект, это жилкомплекс для КФХ Петрова Алексея Алексеевича, да, на 100 мест. Конечно, вот этот объект, крупный объект, мы за 1,5 месяца ввели в строй благодаря нашим подрядчикам, нашим администрации горного района, администрации Атаманского наследия, да. А вот мелкие скотопомещения мы силами, мы создавали сводные бригады. За счет, наши государственные учреждения тоже поучаствовали. И эти объекты мы ввели в строй. То, что касается по поставке КРС, крупный рогатый скот, мы тоже до 15 октября этот вопрос полностью решили. По доставке сена на сегодня доставлено 350 где-то тонн, это только для Бескёля.
этот объем мы распределили между нашими хозяйствами. Так что до открытия зимника мы считаем, что мы обеспечили кормами. В частности, это бескур. Коснемся и еще Южной Якутии вместе с вами. Как обстоит дело с проектом завода по комбикорму в Нерюнгри? Сейчас такая работа проводится, сейчас готовится бизнес-план. Этот бизнес-план разработан, сейчас находится на согласовании. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, проектные работы в местностях, конкретно там земельные дела и так далее. А после получения согласования бизнес-плана и технико-экономического обоснования эту работу мы продолжим. Это по поручению председателя правительства Андрея Владимировича. Здесь будет участвовать в этом проекте Алмаз-Эргенбанк и будет участвовать Туймадов АПК в лице Туймад Агрохолдинг и, конечно же, местная администрация, это Нерюнгрийский район. Благодарю вас, Александр Павлович, за такую содержательную беседу и спасибо, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.